В Финно-Угорском культурном центре состоялась презентация буклета, посвященного воинам-оленеводам, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Его выпуск приурочили к 80-летию со дня принятия постановления о призыве на фронт оленей и каюров. В буклет «Олено-транспортные батальоны в снегах Заполярья» вошли фотографии того периода, статьи, биографические и архивные справки об истории и пути к оленной армии. Это было такой цикл вообще очень важных мероприятий в рамках реализации проекта при поддержке Министерства культуры, туризма, архивного дела Республики Коми с таким очень проникновенным тоже названием «Помним, гордимся, сохраним». И эта тема, она сначала началась открытием выставки и созданием. Затем мы решили эти истории разместить в печатном издании, в буклете. Кроме того, в новом номере журнала «Регион» вышла статья под названием «Аргиш Победы», посвященная подвигу северян-оленеводов. Аргиш – это караван из оленей. Организаторы отмечают, что только по фотографиям, небольшим кусочкам кинохроники и редким устным рассказам сейчас и удается составлять летопись олено-транспортных батальонов. Оленеводов вернулось не так-то и много, а те, кто вернулись, им не до рассказов было о своих подвигах. Это все немножко затерялось. Вернувшиеся ветераны, участники боевых действий, умирали от ран, поднимали захеревшие хозяйства в тундре, поражали детей, пытаясь восполнить утраченный людской ресурс. И не до этого им было, чтобы передавать какие-то там огромные рассказы, не перечисляли они этого ничего. Тем временем в деревне Новикбош к памятной дате выпустили анимационный фильм, посвященный героическому подвигу земляков. Куклы анимационных героев, оленеводов и их рогатых боевых товарищей собственными руками смастерили женщины Новикбожа, Колвы, Захарвани, Усть-Лыжи и Щелья-Божа. К слову, именно в Новикбоже существует памятник, посвященный оленям батальонам.